Ну, на границе с Белоруссией говорят разные, или там 1500 людей, вторые говорят 3000 людей, но много, на самом деле много людей. Они уезжают не от хорошей жизни. Надо только знать, что там война уж не идет. Что разрушили, то разрушили. Теперь этот режим получил очень много денег от Путина и строит дома. Мы знаем, они очень тяжело там жить. Это режим. Нет свободного слова. Человек не может говорить, что бы хотел, что ему в душе играет. Он должен только поддержать Кадырова, благодарить Путину, и мы это все знаем. Но только что нет причины, чтобы этим людям дать статус беженцев. Международный закон такой. Если для тебя в своей стране угроза, если твоя жизнь есть угрожает опасность, но ты должен получить статус беженцев. Там теперь такого нет. Я знаю, что убивают людей. Але эта эмиграция, на самом деле, экономичная эмиграция. И нет причины всех впускать. И то надо это знать. Мне на душе тяжело, что они живут в таком режиме. У нас тоже раньше был режим, коммунистический режим. И политичные люди убежали. А эти люди, которые не занимались политикой, они тут тоже в Польше тяжело жили. Как им помочь, я не знаю. Потому что на самом деле чеченцы должны жить в Чечне. В 1944 году Сталин их всех выкинул до Казахстана, да? Сталин не только чеченцев, а еще ингуши, кабардинцев, но несколько народов. Он хотел иметь Кавказ без кавказцев. И каждый человек, который убегает с Чечни, для кого нет угрозы, он дело на руку Путина, на руку России. Путин не вечный, Кадыров не вечный. Придет время, что их не будет. А народ чеченский на Кавказе, он должен быть вечным. Они должны там быть, организовать и ждать на хорошие годы. Я думаю, что на этой границе люди, которым в своей стране угроза 1%, не больше. Я почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Польше. С этими беженцами я теперь не встречал, но всегда приезжают до Польши, я там знаю, какая там ситуация. Я только могу сказать, что очень много людей, которых Польска принимала, и которым Польска дала статус беженцев, они работают тут, зарабатывают деньги и едут до своей страны. И потом, наоборот, приезжают до Польши, зарабатывают деньги и уезжают до Чечни. Каждый человек, который уезжает до Чечни, он не должен получить статус беженцев. Мы можем жалеть, нам на сердце может быть тяжело, но это не статус беженца для них. Прессы очень маленько пишут, потому что все знают, почему они там на границе есть. Они все знают. Раньше, как бомбили, как зачистки были деланы, но была другая ситуация. Теперь там этого нету. И потому информации очень, очень мало. Сказал министр внутренних дел Польши, что они должны поступать по закону. А по закону эти люди, им не можно дать статус беженцев. Тем более пограничники, как спрашивают, почему вы приехали, они не могут, они не говорят, какая там угроза. Они только говорят, какая там тяжелая жизнь. Но там есть тяжелая жизнь.
Ale ugrozy dla człowieka, który nie zajmuje się polityką, tam nету. Ja mogę im tylko сказать, выдержите и старайтесь организовать себе помощь, так как мы работали за коммунизм. Мы с этим коммунизмом боролись. Много нас сидело в тюрьме, несколько людей убили, ale мы конца концов добились до независимости. И Чечня тоже будет свободна. Придет такое время, она будет свободна. Чтобы Путин хотел или не хотел, народ должен быть свободным, если он хочет быть свободным. Потому я предлагаю, выдержите и не обидите на поляков, что вас не впускают, потому что такой закон. Тем более теперь на Европе сколько миллионов людей едет. У нас нет таких денег, чтобы всем помочь. Извините, ale очень трудно. Помощь нужна этим людям, которые занимаются политикой.